Башкирский государственный театр «Кукол» готовит премьеру, музыкальный спектакль «Аленький цветочек». Все подробности узнаем у заведующей литературной части театра Дианы Гараевой и актрисы Башкирского государственного театра «Кукол» Раили Гизатуллиной. Доброе утро! Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, прежде чем говорить с вами о спектакле, я думаю, самый волнующий всех уфимцев и жителей республики вопрос, когда же свой спектакль в родных стенах сыграет театр. Потому что очень, конечно, гостеприимная сцена в Театре оперы и балета, куда мы ходим на ваши премьеры. Но когда? Когда закончится ремонт? Уже совсем скоро, в декабре, мы надеемся, что мы переедем. И в декабре мы уже откроем свои двери и встретим своих первых зрителей. Первые зрители увидят спектакль «Щелкунчик». Это наша премьера прошлого сезона. Очень яркая, музыкальная, интересная. И мы надеемся, что зрителям понравится. Всем, когда приезжаешь, да, мимо вашего театра, интересно, что же там внутри делается, как изменится театр. Артистов допускали к процессу, чтобы как-то посмотреть, что меняется, какие-то, может быть, высказать свои пожелания? Или вы тоже ничего не видели еще? Нет, на самом деле мы видели, как происходит ремонт. Вот недавно у нас кукол завезли на фасад стен театра. И, каждый хотел посмотреть, ну что там, как теперь там. И действительно, это такое большое здание. Я думаю, что нам теперь нужны каждому чипу, чтобы не заблудиться в этом большом здании. Большая карта. Ну и придется, наверное, с кадрами как-то работать. А то одиноко таким маленьким, получается, коллективом в большом здании. Рады новым молодым талантам, которые придут. Да, совершенно верно. Вы заметили, у нас не только театр вырастет в размерах, но и также у нас штатные единицы появятся новые. Так что внимательно следите за нашими новостями на сайте и в социальных сетях. Мы сейчас в поиске активных, творческих, интересных молодых людей. Ну, это замечательные новости. Ну, давайте вернемся к премьере «Аленького цветочка». Любимая всеми сказка, но бывает, что театральные режиссеры, сценаристы, они все-таки любят что-то свое добавлять. Может быть, какую-то, я не знаю, концовка как-то поменяется, персонажи новые появятся. Вот расскажите, как шла работа над «Аленьким цветочком»? У нас режиссер, народная артистка Республики Башкортостан, заслуженная артистка России Ольга Юрьевна Шарафутдинова. Она старается соблюдать традиции театра «Кукол», и она взяла за основу текст Сергея Тимофеевича Аксакова. По ней Светлана Чураева, наш уфимский драматург, написала инсценировку, и они постарались по максимуму сохранить авторский аксаковский текст. Там нет никаких новых персонажей. 3 девицы-сестрицы, чудовище, отец. Расплелись, расплелись косы русые, разлились, разлились воды вешние, алыми рассыпались бусами дни девичьи, безмятежные. Ты росла, сиротинка, без маменьки, без тепла, без ее, без участия. Поведет пусть цветок тебя, аленький, к настоящему счастью. Мы, кстати, здесь видим одного из персонажей. Раля, расскажите, это кто? К сожалению, это не моя кукла. Так. Ею играют, так скажем,
заслуженная артистка Республики Башкортостан и Республики Крым Ольга Дудка и Кочурова Екатерина. Это нянюшка Пелагея, ее зовут, это тростевая кукла. Ну, я слышала, что тростевые куклы, они как раз самые сложные, да, по технике работы с ними. Но на самом деле, да, Почему? потому что актер находится за ширмой, нужно уметь оживить ее настолько так, чтобы вот действительно кукла ожила. И ну, на самом деле еще должна быть кукла легкая. Это зависит тоже от художников, потому что держать на протяжении 45 минут куклу на, ну там, скажем, на такой высоте, ну, нелегко. У актрис сильные руки, это я уже поняла. Да. И сила воли тоже присутствует. Но ваш персонаж, он соответствует вашему характеру и возрасту, да? Это младшая дочь, Да. которая захотела тот самый аленький цветочек в подарок, и из-за чего вся сказка-то завертелась. Да, действительно, так и есть. Я играю младшую дочь, и со мной моя коллега Надежда Прошина. Мгм. Ну, вот как вы входили в образ? Какие особенности у вашего персонажа, у вашей куклы? Может быть, какие-то сложности были? Да, знаете, у нас кукла работает не только за ширмой, но еще и живым планом, так скажем, в маске. Это вот такая ростовая маска, кукла, ну, правильно говорится. И мы работаем в маске, и мне вот было, не знаю, как Надя, но мне было в первое время очень сложно. Мы когда в первый день, ну, я вот надела эту маску, нельзя поворачиваться вот как мы привыкли Боком, да? Боком, да. Мгм. И постоянно приходилось вот осваивать куклу, чтобы маска была именно вот так в положении. То есть мы обычно же поворачиваемся, говорим «привет», а тут приходилось говорить «привет». И вот эти вот все позиции, чтобы каждый раз у тебя не было видно уж, всегда было тяжело. Ну, для того, чтобы зритель все-таки в эту сказку поверил и где-то не засомневался. Да, вот это действительно самое сложное, не обмануть ребенка. Мгм. Вы уже начали рассказывать про команду, с которой работали. О ком еще стоит упомянуть? Музыка большую роль играет, да? Музыка потрясающая. Спектакль музыкальный. Ну, давайте, Это рассказывайте. волшебная музыка. Я просто, когда ее слышу, я такая думаю, ну, это вот действительно театральная, прямо кукольная музыка. Это божественно. Кому мы Это обязаны этим композитору, творением? нашему любимому композитору Владиславу Саватееву. Он написал музыку уже для целого ряда спектаклей для театра кукол, для «Красной шапочки», «Трех поросят», «Терем-теремок», для «Золушки». И вот теперь для спектакля «Аленький цветочек» получилась просто волшебная магия какая-то, когда купец попадает в царство, в логово чудовища, сразу видно, Да, сразу слышно. там такие звуки, это потрясающе. Но даже вот с самого начала, когда музыка только, как это волшебно, это просто, ну, не Это передать надо словами. прийти и Да. услышать. Там есть, вот, ладно, давайте раскроем маленький секрет. Там есть сон младшей дочери, и там такой вот просто голос, там такой вокал, и слова Светланы Чураевой, ну это вообще просто, можно сказать так, бомба. То есть, когда ты выходишь после этого спектакля, ну, вы выходите с репетиции, и в голове вот это хорошее, да, когда эта музыка крутится, Да. хочется напевать и привязывается надолго. Значит, родился хит. Да. Ну и художник у нас Светлана Степанова и Наталья. Бирюкова. Да, они уже не раз украшали Да. Это наших- творческий тандем, мама и дочь. Да. И очень много спектаклей они оформили вместе в нашем театре. Вот кукол как раз-таки сделала Наталья Бирюкова. Кукла душевная. Какие глаза! Она сейчас вот на меня же смотрит, да? Да. Ну, настоящие, Они живые, настоящие. добрые. Да, ладно, кукол там можно подрисовать, но маски, они же тоже вот настолько прямо живые, потому что в маске ты должен еще и чтобы и актерам хорошо дышалось, чтобы звук, и вот это все хорошо так прямо сделалось, что действительно вот видно, что художник- Вручную, с любовью Да. и с душой. Ну, а Да. что касается декораций? Глобальные они какие-то будут? Как вообще все это выглядит? Выглядит очень красиво. Еще в процессе создания декорации художник Светлана Степанова, она же и автор анимации, компьютерной графики для спектакля. Замечательная анимация. Вы сейчас можете видеть, да, Вот Светлана на Степанова и нашей Андрей плазме. Давыдов. Они вдвоем работали над компьютерной графикой. Вот. А что касается сценического оформления, сценографии, то это полностью работа Светланы Степановой.
Она очень умело сочетает компьютерную анимацию с декорациями. Ей удается создать настоящий волшебный мир, сказки. Ну, то есть туда- анимация тоже сейчас активно Да, это используется. сейчас один из элементов. Такой тренд модный. Да, если есть такая возможность использовать анимацию как дополнительную изюминку, как украшение, то почему бы и нет? В мир гаджетов, когда дети сидят в телефонах, в компьютерах, для них вот, ну, это как сказать, типа, давайте не отвлечемся от телефонов и не будем смотреть, ну, как бы нет. Вот анимация, действительно, они там видят это и такие, вау, вот это в зале, но... Быть ближе к сегодняшним Да. детям, да, найти какую-то дорожку, чтобы всем это было Хотя интересно. дети, они детьми всегда остаются, и они даже просто, когда видят куклу без всего, они точно так же реагируют. Вау! Прекрасно. Давайте напомним, какого числа состоится премьера. Премьера состоится 26 ноября в Малом зале театра оперы и балета. Мгм. Ну, это один, я так понимаю, один из последних вообще, одна из последних возможностей увидеть спектакли в Театре оперы и балета. И, даст Бог, в декабре мы уже придем на новоселье в Башкирский государственный театр кукол и увидим новогодние спектакли. Еще раз напомним афишу на декабрь и январские праздники, потому что я посмотрела, билетов-то уже нет. Да? Вот просто было интересно. Так ждут вас, столько комментариев в социальных сетях театра, да, и места уже выкуплены. Да, у нас совершенно горячие споры, горячие переписки ведутся относительно того, что билеты все раскуплены, а зрители хотят еще к нам прийти. Вот, но все увидят со временем. Мы только начинаем работать, открываемся в декабре. И, Щелкунчика, конечно, мы да, уже спектаклем помним, да. новогодним «Щелкунчик». Затем в январе также в Малом зале уже нашего нового театра, в новом Малом зале будет спектакль, бэйби-спектакль, что такое Новый год для самых маленьких детишек. Так что будет всем интересно, всем возрастам. Ну что ж, пожелаем вам успехов. Диана, Райле, спасибо за то, что пришли сегодня и украсили наше утро. До встречи в вашем театре. До свидания. До свидания.